Всем привет, дорогие друзья! С вами Астарта Сантья. Приветствую всех на своем канале, и у нас очередной обзор колоды. Это очень старое издание колоды. Колода называется «Китайское Таро». У меня издание 89 года. Лицензионное USGame Systems. Вот такая уже потрепанная коробочка. Так, сейчас фокус. Отдалю немного. Вот такая вот потрепанная колода. Система Rider-Waite. Англоязычная. Ну, в общем, американская. К ней шла МБК, как обычно, на английском языке. Тут, по-моему, только все на английском. Краткая интерпретация карт, как обычно. Ну, в общем, обычно стандартная МБК, тем более это издание 89 года. Итак, смотрите, рубашку показываю. Очень красивая рубашка, такая золоченая, золотая. Вот даже фокус, чтобы навелся от телефона. Вот так. Да, очень красивая. Карты хорошего качества. Это дополнительная карта, сами видите. Очень красивая. Итак, дополнительную карту убираем в сторонку. Вот еще как бы тоже дополнительная карта, тоже очень красивая. Колода выполнена в стиле, конечно же, всех китайских рисунков. Тут и все китайские какие-то знаки, иероглифы изображены. И на колоде также присутствуют какие-то популярнейшие люди, китайцы, которые внесли какой-то большой вклад вообще, в принципе. Колода очень такая, ну, прям, не знаю, мне кажется, очень красивая, очень пронизана, конечно же, восточной культурой. Тут, ну, прям вот сейчас я вам покажу, сами увидите, качество колоды тоже хорошее. По размеру она, на мой взгляд, она чуть-чуть меньше стандартной колоды, потому что вот сейчас стандарт печатают вот такого размера. Это китайская колода, издание 89 года, она поменьше. Да, не знаю, по-моему, года 2-3 назад выпустили новую переиздание этой колоды, но я ее в руках не держала, ничего о ней сказать не могу. Рассказываю вам о том, что есть у меня. Это такая была на тот момент, когда я ее покупала, это было, наверное, лет 7 назад. Она считалась очень такой люксовой, очень редкой колодой. Сейчас, конечно же, после переиздания это уже не так, но у меня, опять же, такая старенькая колода. Это у нас карта Шут. Маг. Тут вся атрибутика, как у мага, она есть. Тут мечи, кубок, да, все тут огонь и воздух, в общем-то, все тут присутствует, в принципе. Цвета красивые. Жрица тут, посмотрите, какая интересная, да, ну, похоже, конечно, больше на мужчину, но, опять же, тут китайские иероглифы, лотос, благовоние, четкий, китайский вот этот, господи, как они называются, не нары, не, в общем, именно вот китайский, грубо говоря, диванчик, вот эта ступенечка, она сидит, или он, тоже два столбика, как в классике. У классической жрицы тоже тут присутствует императрица. Императрица тут вообще, посмотрите, какая шикарная, богатая. Вот прям натуральная китайская императрица у китайского императора. Пион, тоже очень люблю пионы, как вы поняли уже по моим заставочкам к видео. И вот здесь в руках императрица держит пион. Это знак богатства, благополучия. Император. Как обычно, вся китайская атрибутика, драконы, красный цвет. Жрец. Влюбленные. Прям вот они, опять же, пионы. Вот обожаю пионы.
Колесница. Колесница запряжена у нас драконом. Сила. Вместо льва тут тигр. Китайская колода. Отшельник. И не один. Отшельник у нас тут как учитель с учеником идет. Колесо фортуны. Правосудие. Это у нас повешенный, но тут некий такой повешенный призрак. Карта называется. Смерть. Умеренность. Это какой-то монах в храме. Колокол буддийский. Дьявол. Башня. Звезда. Давайте. Луна тоже вот прям меня эта карта очень завораживает. Очень красивая. Солнце. Это у нас суд. Судья. И мир. Это у нас жезлы. Стейвис. Двоечка. То был туз, не сказала. Это у нас туз. Двоечка жезлов. Тройка. Четверочка. Пятерка. Шестерка жезлов. Семерка. Восьмерка. Девятка. Десятка. Вот здесь, так как у нас тут показана десяточка жезлов, не как в классике, но смотрите, тут иероглифы из книги перемен. Они вот означают как раз-таки такой сложный период, скорее всего, да? Паж жезлов. Всадник на шкуре тигра. Всадник у нас такой. Королева жезлов, умудренная жизнью, такая вот, ну, старуха, я бы так сказала. И король жезлов, тоже со свитой, с помощниками. Туз кубков. Двойка кубков. Тройка. Четверочка. Пятерка. Шестерка. Семерка. Восьмерка кубков. Девятка кубков. Десятка кубков. Тоже такой радостный мужчина, смотрите, да? Жонглирует чашечками, пиалами. Паж кубков. Всадник кубков. Королева кубков. Король. Туз мечей. Двойка мечей. Тоже смотрите, какая красивая, летящая, да?
Цвета такие воздушные, все красивые, зелено-голубые у масти мечи. Тройка, четверка, пятерка. Быстро убрала, наверное, да? Пятерочка мечей. Шестерка мечей. Семерка. Восьмерка. Девятка. Десятка. Паж мечей. Молодой парень какой-то, боец. Всадник мечей. Ну, первая карта, кстати говоря, когда мы видим, что именно всадник на коне в этой колоде. Потому что до предыдущей всадники мы видели, что они не на конях, один был на шкуре тигра, если вы не забыли, а второй был как бы за столом в кубках. Королева мечей и король. Итак, последняя масть у нас это пентакли, монеты. Тут изображена, конечно же, китайская монета. Туз пентаклей. Двойка пентаклей. Троечка пентаклей. Четверка пентаклей. Пятерка. Шестерка пентаклей. Какой-то щитовод у нас за столом. Семерка. Восьмерка пентаклей, как мы тут видим, как и везде, да, тут чеканят монеты. Видимо, сотрудники монетного китайского двора. Девятка пентаклей. Ребенок на лотосе, денежка, все тут прекрасно, чудесно. И еще и смотрите, лягушка, жаба, да, в китайской традиции это символ богатства. Десятка пентаклей. Белый тигр. Прекрасный. Паж пентаклей. Всадник. Опять смотрите, мы здесь не видим именно то, на чем обычно всадники передвигаются. Вот 4 масти и лишь одна масть именно изображен конь, как в классике, в мечах. А в остальных здесь нет именно такого яркого движения, как мы видим в классике у Райдера, в Тоте. Королева пентаклей. И король пентаклей тоже. Вот такая чудесная, прекрасная, самобытная колода. Она основана на Райдере Уэйте, повторяюсь, да, но сама по себе очень говорящая. Тут нужно еще изучать, конечно же, китайские иероглифы, китайский некий символизм. Тут, опять же, я напоминаю, изображены деятели Китая, известные, разные масти. В общем-то, тоже колода глубокая, очень красивая. И, как вы видите, сами восточная. Вот такой колодой я хотела с вами поделиться. Надеюсь, она вам понравилась, вас заинтересовала. Если будет у меня настроение, что-нибудь будем на ней смотреть. Итак, с вами была Астарта Сантия. Всем желаю, конечно, самое главное здоровья и любви. Берегите, любите, балуйте, цените, заботьтесь о себе, о своих близких. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И я надеюсь, что все-таки вам канал мой нравится и он вам интересен и занимателен. Всем пока, до встречи.